Ой, балабалам, вай балабалам, ақ үйденнің қамаша. Ой, балабалам, вай балабалам. Я знаю эту песню с самого детства. Моя мама пела ее мне как колыбельную, поэтому мне всегда очень нравилась эта песня. Шут-шут киле, сандуқ ашылар тавышы. Сложным, пожалуй, для меня было попробовать сделать ее такой, чтобы она могла тронуть сердца не только людей, которые знают татарский язык, для которых она так же, как и для меня, является частью нашей культуры и истории. Мне хотелось, чтобы они услышали все, и всем она была понятна. Когда мы создавали песню «Ой, балбалам», например, мы тоже представляли, как вместе с саунд-продюсерами, какое-то открытое поле, родину, деревья, воды, реки, все, что вокруг нас, и хотелось музыкой передать эту атмосферу простора, дыхания, воздуха. И я думаю, что у нас получилось создать эту атмосферу. Когда я впервые послушала то, что у нас получилось, мне прислали на согласование, у меня, честно говоря, комок встал в горле, потому что я слушала ее, представляла себя маленькой и как будто бы сама бежала по этим просторам. Эта нежность, наверное, очень сильно подходила под образ самой Чулпан Хаматовой в фильме именно «Зулейхи». Она, правда, получилась очень трогательная, нежная, тонкая, ранимая, но в то же время сильная. Здесь мы видим, как меняется главная героиня. Мы можем наблюдать за тем, как она из такого тонкого, ранимого создания превращается в очень сильную, красивую, яркую девушку, которая может действительно за себя постоять, которая справляется со всеми невзгодами. Я думаю, не совсем справедливо будет сравнивать один образ упырихи, например, со всеми бабушками. То есть здесь же рассказывается история конкретной семьи, конкретных людей, и это совсем не говорит о том, что все жили так. То есть здесь не сказано было в книге о том, что это постоянная, нормальная, обычная жизнь всех татар. Такого не было. Это отдельная история отдельного человека, отдельной семьи. Естественно, как и у всех, у нас есть как хорошие люди, так и не очень хорошие люди, есть добрые, есть злые. И когда пишется книга, естественно, должен быть один главный герой добрый и светлый, и должны быть препятствия, которые будут встречаться на его пути. И одним из таких препятствий, одним из тех, кто мучает героиню, оказалась как раз та самая бабушка-упыриха. После каждого концерта ко мне подходят и благодарят меня за исполнение татарских песен. Даже Александр Борисович Градский неоднократно подходил на моем сольном альбоме, на моем сольном концерте в Москве, у него в театре. Он подошел ко мне в антракт и сказал практически тоже со слезами на глазах, что что-то магическое в ваших песнях есть, это не передать словами, что тебе очень идет эта музыка. Я действительно считаю, что надо поддерживать татарскую культуру, надо, чтобы татарская музыка жила, обретала новые краски.